Ханифия является религией Ибрагима, которая состоит в поклонении одному лишь Аллаху, искренне исповедуя перед ним его религию. Вот что говорит автор. Итак, что он говорит, что нужно знать, что такое ханифия. И говорит автор, ханифия – это религия Ибрагима, Авраама, алейхиссалам, которая состоит в чем? В поклонении одному Аллаху, искренне посвящая только ему религию. Так, третий пункт, почему изучаем тавхид и вопрос аль-ханифия. Это термин аль-ханифия. Что такое ханифия? Ханифия – это религия, отклонившаяся от многобожия и построенная на чистом поклонении Аллаху, ихлясе и единобожии, таухиде. Вот что такое ханифия. Еще раз мы говорим это определение. Ханифия – это религия, отклонившаяся от многобожия и построенная на чем? На чистом поклонении Аллаху, это называется ихляс, и единобожие, это называется таухид. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Инна Ибрахима кана умматан ханитан лиллахи ханифа, валям яку миналь мушрикин». Поистине Ибрахим был имамом, смиренным перед Аллахом, покорным Аллаху, ханитан лиллах. Ханифа, и был он ханифом, валям яку миналь мушрикин, и не был он из многобожников. Итак, это указание в Коране на то, что религия Ибрагима – это ханифия, что Ибрагим, алейхиссалам, он был ханиф, как и все пророки, также были ханифами. Что сказано в аяте, поистине Ибрагим был умматан. Умма, здесь имам, предводителем в религии. Канитан лиллах, покорным Аллаху, то есть смиренно перед Аллахом, смиренно поклоняющимся Ему, старательно. Ханифа, он был ханифом, валям яку миналь мушрикин, и не был из тех, кто совершает ширк, многобожие. Вот это слово ханиф. Что мы сказали с вами в определении ханифия? Что это такое? Религия, мы сказали, отклонившаяся от чего? От многобожия. Ханиф вообще означает отклонившийся. Ханиф, отклонившийся. Это языковое значение. Мы говорили с вами, что слова имеют два значения. Да? Значения языковые изначально и какие шариатские значения. Мы говорили с вами ранее. Был такой табиин, то есть последователь. Последователь — это кто? Те, которые видели сподвижников и которые последовали за ними благим образом. Так вот, был такой последователь, его звали Аль-Ахнаф бну Кайс. Аль-Ахнаф бну Кайс. Аль-Ахнаф. Вы слышите корень тот же, что в слове ханиф. Аль-Ахнаф. Аль-Ахнаф бну Кайс. Аль-Ахнаф бну Кайс, мы сказали, один из табиинов из мухадрамов. Кто такие мухадрамы? Мухадрам – это человек, который принял ислам во времена пророка, алейхиссалату вассалям, когда еще был жив пророк, алейхиссалату вассалям, но не видел пророка, не встречался с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Такие люди называются, термин для этого, мухадрам. Так вот, Аль-Ахнаф бну Кайс, он был из мухадрамов, из вот этих вот людей, которые приняли ислам при пророке, но не встречались с пророком, алейхиссалату вассалям. Этот человек носил прозвище Аль-Ахнаф. Аль-Ахнаф — это не имя его было, это было его прозвище. То есть так он был известен как Аль-Ахнаф. Почему? Почему это прозвище Аль-Ахнаф? Потому что, когда он ходил, то нога его, она все время отклонялась вовнутрь. Поэтому его назвали Аль-Ахнаф. Это чтобы вы не забыли, что такое ханиф. Ханиф, то есть отклонившийся. Отклонившийся от чего? От многобожия. Тот, который отклонился от многобожия, отвернулся от многобожия и устремился к единобожию, устремился к таухиду. Это аль-ханиф. Если вы вспомните Аль-Ахнаф бну Кайса, то вспомните и значение. Почему? Потому что нога, мы сказали, все время отклонялась у него, когда он ходил вовнутрь. Говорят, что пророк, алейхиссалату вассалям, сделал дуа за этого человека, помолился за этого человека, за Аль-Ахнаф бну Кайса.
И рассказывается, имама Ахмада передается, что пришли два человека как-то к Ахнаф ибн Кайсу и сообщили ему о том, что пророк алейхиссалату вассалям сделал за него дуа. Тогда он совершил суджуд, то есть пал ниц в качестве благодарности Аллаху субхану ва тааля. Этот человек, Ахнаф ибн Кайс, был известен, вообще стал притчей во языцах, получил известность широчайшую благодаря чему? Благодаря одному из своих качеств. На самом деле, конечно, у него было много достоинств, но одно из великих его достоинств – это аль-хильм. Что такое аль-хильм? Аль-хильм – это сдержанность. Когда человек способен удержать себя от невежественного поведения. Аль-хильм. Как сказал пророк алейхиссалату вассалам одному из подвижников: в тебе есть два качества, которые любит Аллах. Это аль-хильм валь-ана. Аль-хильм, то есть вот эта сдержанность и отсутствие спешки. Итак, Ахнаф ибн Кайс, был известен, его приводили в качестве примера вот этой вот сдержанности. И Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху та'аля, он говорил про него, про Ахнафа, он говорил: Ахнаф это сейиду ахль басра. Сейид, то есть предводитель в религии, естественно, людей Басры, жителей Басры. Имам Ахмад в его книге «Зухд» приводятся такие слова от Хасана. Хасан передает от Аль-Ахнафа, что он говорил. Когда ему говорили, что он халим, что он вот такой вот сдержанный, он говорил: я на самом деле не сдержанный. Я на самом деле не сдержанный. Но я стараюсь быть сдержанным. Атахаллам. То есть это не такое мое качество, что я сдержан, но я стараюсь быть сдержанным. Такие хорошие, замечательные слова. Однажды один человек пришел к нему, к Ахнаф ибн Кайсу, сказал: каким образом ты вот так вот занял такое положение среди твоего народа, так возвысился ты, стал предводителем в своем народе, если ты вот такой вот Ахнаф А'вар. Ахнаф, то есть вот такой хромой, нога у тебя отклоняется вовнутрь. А'вар, если ты кривой, вот так вот на глаз. Как смог ты стать вот таким вот предводителем среди людей? И тогда он сказал замечательные слова, известные, он сказал: из-за того, что я всегда оставлял то, что меня не касается. То есть то, что не приносит пользы. Хорошо? Мне не приносит пользы. Я всегда оставлял то, что меня не касается. Наподобие вещей, которые волнуют тебя обо мне. Хотя это тебя не касается. Что такие замечательные слова сказал он в ответ этому человеку. Передавал хадисы он от Умара ибн Хаттаба, от Усмана ибн Аффана, и передавал хадисы от Али, от Ибн Мас'уда, от других сподвижников. Был известен своей немногословностью, был известен своей надежностью, своей честностью, добросовестностью. От него, в свою очередь, передавали хадисы Хасан аль-Басри, известный табиин, передавал от него хадисы. Тарк ибн Хабиб, другие ученые передавали от него хадисы. Итак, ханифия, мы сказали с вами, что это значит: религия, отклонившаяся от многобожия и устремившаяся к чему? Построенная на чем? Построенная на ихлясе, то есть чистом поклонении Аллаху субхану ва тааля и тавхиде, единобожии. Говорит автор, рахимахуллаху тааля, это повелел Аллах всем людям. То есть ханифия, исповедовать ханифия Аллах повелел всем людям и для этого создал их. И потом приводит довод, как всегда. Это, мы сказали, обыкновение автора приводить далиль. Привел довод из Корана, из суры Зарият: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Аллах субхану ва тааля говорит про себя: я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне.